Сверху Ильсуру-Мешину показывают все 25 накрытых колпаками резервуаров. Это больше 20 квадратных метров территории. Благодаря новому техническому решению о том, что здесь везде поблизости канализационные отходы, напоминает лишь легкий болотный запах. Раньше точно было хуже. Причем по реализации этого проекта Татарстан один из лидеров, потому что раньше такие крышки появились только на очистных сооружениях Москвы и Санкт-Петербурга. Серьезные две вонючки у нас были с двух сторон города. С этой стороны очистные сооружения, а с той стороны Самосыровская свалка. Слава богу, вы видите, насколько это серьезный вопрос по всей стране. Здесь канализационная вода проходит все этапы очистки. Их три – технологический, биологический и химический. Это огромное сооружение за моей спиной называется аэротэнк. И именно здесь вода проходит второй биологический этап очистки. Пожалуй, он самый интересный, хотя бы потому, что участие в нем принимают сразу несколько видов бактерий. Их просто запускают в эту воду, и они в прямом смысле сжирают всю химию. Здесь вовсю идет стройка. Скоро эта канава превратится в сооружение. Там будут сушить иловые осадки, из которых на выходе получат гранулированное вещество. Его будут применять уже в сельском хозяйстве и строительстве, а потребность в иловых полях пропадет. Вот эти 340 тонн каждый день сотни КАМАЗов возят на иловые поля, и огромные расходы уже причиняют водоканалу. От этого мы уйдем. Сразу на опережение скажу, что в тариф для населения удорожания не будет. И для застройщиков тоже не будет. Строительство сооружения по обработке осадков планируют завершить уже в декабре этого года. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.